Мұратхан үшін бұл фәниде достықтың орны бөлек. Ол бала күнгі және жастық шақтағы спорт пен әскери өмірдегі достарымен қарым-қатынасын үзген емес. Оның өмір жолында бірге қадам басқан, сырласқан, жылдар өте келе ортақ құндылықтарды бөліскен достары көп. Олар тіпті қиын қыстау кезеңдерде Мұратханның қасынан табыла білді. С Муратханом мы знакомы очень давно, практически более 40 лет. И всегда, можно было поражаться способности Муратхана, организаторские способности, спортивные способности, даже и в духовности, в творческих. И стихи может там на ходу, там, может быть, на гитаре что-то там подобрать, сыграть, там, спеть. Он очень тогда одаренный. Он всегда как душа компании. Еще хочу заметить, от него предложение поступило ко мне, построить мечеть. Он, когда говорит, допустим, да, он делает да. Если он промолчит, там это значит, он как-то он мне ничего не сказал, ни да, ни нет, говорит, принеси документы. И когда я документы принесу, посмотрю, все, я выделяю финансы, и я так обрался, и была построена в поселке Саразек, где он служил, где моя родина, где-то. Построили благодаря поддержке тоже организатора спасов Муратхана, и эта мечеть построена, слава Аллаху, уже в этом году 20 лет. Такие люди, может быть, из 1000 или больше, редко. Когда завязывается дружба, у него действительно эта дружба, у него до конца дружба, именно мужская дружба. Давай же, друг, с тобою это время вспомним. А то, что было между нами, друг, ты помнишь, как бился пульс, а сердце затаив дыхание, и чести не поднять, когда ее уронишь. Когда слова не просто были обещанием, когда мы берегли мечты, хранили тайны, бежали босоногими с тобой к рассвету, и этот мир казался нам таким бескрайним. Как жаль, что это все у нас осталось где-то. С Муратханом я знаком, наверное, с 2004 года. Это порядочнейший человек во всех отношениях, который умел держать свое слово, независимо от того, кому он его дал. Очень справедливый. Я его считаю глубоко порядочным и честным человеком. И не раз я в этом убеждался. И это не только мое мнение, это мнение всех наших друзей, моих друзей, которые намного позже его узнали. Муратхан невероятно спортивный человек. И он следил за собой все время, как он следил. У него дома турники. На велосипеде он каждый день на Медео, то до Чимбулака даже поднимался. Один раз, правда, у него случилось несчастье, он спускался назад, упал, разбил сильно голову, чуть не умер. Врачи его еле-еле спасли. И помню, он пригласил меня с женой и, наверное, полбольницы. Всех врачей, санитарок, кто ухаживал за ним. Это было трогательно очень. Да, он всегда готов был помочь, находил время, приезжал. И что было в его силах, всегда готов был помочь. Это было такое. Он с виду очень суровый человек, поэтому только те, кто его знал, знали, какой он в душе мягкий, порядочный, хороший человек. И если он не улыбался, он был жесткий, такой серьезный очень. Но когда он начинал улыбаться, сразу было видно, какой он человек. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой, и наше счастье не делить ни с тем другим, ни с той другой. Но бывает так, что все меняется потом, чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит дом. Две волны друг
наши, как две весны, как я и ты. Мұратханның сан қырлы талантының тағы бір айқын көрінісі оның музыкаға деген құштарлығы еді. Ол мектеп қабырғасындағы ансамбльде ойнады. Бала кезінен ән салып гитара шертті. Нота танымаса да, оның мінсіз есту қабілеті мен жағымды дауысы өзгелерден ерекшеледі. Музыкаға деген махаббаты алға жетеледі. Кейіннен есейген шағында ол арнайы дыбыс жазу студиясын сатып алып, онда танымал авторлардың сүйікті әндерімен қатар өз туындыларын да жаздырды. Отбасылық кештер мен достарының ортасында ол кештің көркін қыздыратын. Тіпті кәсіби музыкант достарының өзі оның талантына тәнті болып, Мұратхан біздің нанымызды тартып алатын болдың деп қалжыңдаушы еді. Мы знакомы-то друг с другом давно уже, вот как отец говорил, со школьной поры, можно сказать даже, да. Но уже ближе познакомились мы уже здесь, в Алмате. Нас свела музыка. И вот он говорит, может быть, что-нибудь совместно запишем. Ну, давайте. И вот мы начали записывать первый альбом. Да, такой у нас цифровой, так скажем, впервые появился. Но он всегда шел в ногу со временем. Все новшества он чуял и так далее. Потом записали вот этот альбом, и вот он в то время, да, приобрел студию, так скажем, когда было очень... Только начиналось все это. По тем временам это была полноценная такая профессиональная студия, да, с оборудованием и так далее. И мы вот начали как бы на этой новой волне, новой своей песни. Ну как музыкант скажу, что вот он, можно сказать, любитель, но любитель, так сказать, с большой буквы. То есть вот его вот подача, голос, манера исполнения, очень талантливый, одаренный, скажем, не обделенный Богом. Слух у него, в общем, как говорят музыканты, ушки на месте. Да, и даже вот многие, кто его слушал, вот из профессиональных музыкантов, как-то еще ревностно относились. То есть у него такой именно мужской тембр такой. Очень редко встретишь такие тембры у нас. Ну и он владеет прекрасно гитарой, владеет, сам может, мне кажется, целый концерт дать. Репертуар обширный. То, что он помогал всем музыкантам в свое время, да, вот вставать на ноги, так скажем. Вот мне лично он хорошо помог. То есть вот та же студия, это вот в то время это не просто так. Это сейчас вот могут себе позволить, кажется, да. Записи вот эти делать, оборудование, это все он, конечно, за свой счет все это он поддерживал постоянно, да. Не то, что начинающим, он даже профессиональным музыкантам помогал. То есть вот те времена были такие же, знаете, вот творческие люди всегда, они как бы немножко это, да, где-то материально там вот, поддерживал их, помогал. То есть вот через него, через Мұратхана я познакомился с такими вот людьми, как вот, ну, сейчас уже их, конечно, к сожалению, нету. Тот же Батырхан Шукенов, Булат Сыздыков, вот, знаменитые такие ребята были у нас. Вот, они дружили с Мұратханом, очень ценили эту дружбу даже. В одном человеке столько уживается вот талантов, и бизнесмен, и спортсмен, да, и как музыкант тоже. Вот. В общем, одаренный человек, тут уж ничего не скажешь. Мой друг, ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти. Мой друг, на повороте дней вижу я все ясней, кто настоящий друг. Но зато все случилось так, что я выдержал груз атак, и моих дорогих друзей дал мне Бог. У него молниеносная реакция, у него прекрасная память. Вот он владеет техникой быстрого чтения
да, очень быстрого чтения, и он проглатывает книги. К его хорошим качествам относится, что он иногда не боится быть смешным, даже эпатажным. Он неожиданно начинает читать какие-то стихи, сыплет афоризмами, поговорками, поет. И это всегда вот такой вот радует и как бы поднимает всем окружающим настроение. Хочу рассказать один интересный эпизод, который характеризует Муратхана как человека. Значит, я его познакомил со своей семьей, и где-то вот в сентябре 2010 года пригласил на свадьбу своей дочери. Он сказал, что обязательно придет и подготовит музыкальный подарок. Но, к сожалению, в октябре этого года с ним произошел несчастный случай. Он, катаясь в горах на горном велосипеде, получил черепно-мозговую травму. Состояние у него было критическое. Я приехал его проведать, но прежде решил зайти к главному врачу, очень известному профессору. И тот мне сказал: слушай, у твоего товарища по нашей части все хорошо, но ему нужна помощь психиатра. Ты, говорит, зайди к нему в палату, ты все сам поймешь. Когда я зашел к Муратхану, то, конечно, был сильно удивлен. Представьте картину, вот он лежит на кровати, в руках у него электрогитара, в комнате стоят музыкальные колонки, штативы, шнуры, микрофоны. И он улыбнулся мне и сказал: а я готовлю тебе музыкальный подарок. В итоге он пришел на свадьбу, дал целый концерт. Улетаешь от меня, ты улетаешь, а мне кажется, что быть того не может. Ты не знаешь, ты совсем еще не знаешь, что ты в жизни всей мне жизнь всей дороже. Не забывай, где б ты ни был, любимый мой, близко, далеко ли, помни меня. Не забывай, в самый солнечный день, ночью самой глубокою, помни меня. Не забывай, если даже дороги продлят расставание, помни меня, чтобы стало счастливым мое ожидание. Муратхан, он очень артистичный, он вообще очень хорошо поет, у него хорошо это получается. Конечно, понятно, что это его хобби, но вот если бы он занялся этим, как говорится, профессионально, если бы он захотел, он бы мог гастролировать, мог бы выступать очень красиво, очень гармонично. У него такой тембр еще очень интересный, такой романтичный, такой лиричный. Вот в лирике он очень хорошо себя чувствует. Как мне кажется, если бы он вот в этом направлении, он, конечно, не будет этим заниматься, но если бы он это делал, успех был бы, конечно. Я его еще впервые увидел, по-моему, в 95-96 году. С тех пор, когда уже мы познакомились, мы дружим с семьями, нас связывает очень много. Он вообще очень интересный человек в плане того, что у него такой внутренний стержень с такой силой духа, но очень всегда он спокоен. Вот всегда он спокоен. Вот это внутреннее спокойствие всегда в нем есть, всегда. Бесконечная, то строгая, да, мисс Леди Май.